Шамшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 10-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бюджа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях, а также на канале YouTube. Подписывайтесь на группу Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, сегодня мы с вами выучим две пословицы на родном языке, разберем пару диалогов, усвоим небольшую грамматическую конструкцию и, наконец, повторим чтение некоторых букв. Итак, давайте приступим к пословицам. Давайте вспомним, как сказать пословицы на абазинском языке. Ажажква. Да? Смотрите, какие интересные звуки мы встречаем в этом слове. В первую очередь мы видим звук «ж», звук «ж». Пишется как «ж», «в». Также мы видим звук «к», который пишется как «к», «в». Для того, чтобы нам с вами легче было усвоить эту информацию, у нас есть слово-подсказка для звука «ж», «ж», корова. Да? Есть слово-подсказка для звука «к», крыша. Крыша на абазинском «к». Итак, смотрите, значит, что получается. Когда нам нужно будет с вами где-то записать букву «к», мы вспомним, что «к» эта буква пишется как в слове «к», крыша, как «к», «в». Когда мы захотим написать букву «ж» или прочитать ее где-то, увидим вместе «ж», «в», мы сразу вспомним, что читаются эти две буквы как «ж», как в слове «корова», да? А пишутся как «ж», «в». Итак, первая пословица на сегодня «Агубзыга ткянгяшит». Агубзыга ткянгяшит. Умный человек советуется. Умный человек советуется. Итак, давайте обратим внимание на то, какие новые звуки мы встречаем в этом предложении. В первую очередь мы видим звук «г». Пишется как «г», «в». У нас есть слово-подсказка для этого звука. Это слово «г», сердце. Да? Теперь мы с вами знаем, что когда нам нужно записать звук «г», мы сразу вспоминаем, что звук «г» состоит из двух букв «г», «в». Да? А когда мы видим буквы «г», «в» в предложении или в слове, мы сразу вспоминаем, что эти две буквы читаются как звук «г», как в слове «сердце». Дальше мы встречаем звук «р», агубзыра, агубзыра, то есть умный человек, да, переводится. Звук «р» записывается как «г» твердый знак. Следующее слово «ткянгяшит», ткянгяшит. Смотрите, в слове «ткянгяшит» у нас есть целых 3 интересных звука. Первые два звука, звук «к» и звук «г», очень легко догадаться, как они пишутся. Да? Пишутся, как и в русском языке, «к» мягкий знак или «г» мягкий знак. «К», «г». Легко. Последний звук в этом слове – звук «т». Звук «т» пишется как «т» палочка, а читается как в слове «т» сова. Да? То есть для того, чтобы нам с вами легче запомнить произношение этой буквы, мы используем такую подсказку, как картинка с совой. То есть, когда мы видим «т» палочка, мы сразу вспоминаем, что читается-то эта буква, как в слове «т», сова. Да? Вот так вот легко. Смотрите, теперь давайте прочитаем и закрепим, попробуем потренировать произношение. Если вы не умеете читать, то тоже не надо переживать, просто повторяйте за мной, повторяйте то, что я говорю, и сопоставляйте звуки, которые вы слышите, с тем, что написано на экране. Старайтесь произносить максимально похоже. Да? Агубзыга ткянгяшит. Агубзыга ткянгяшит. Агубзыга
ткянгяшит. Не забывайте записывать все слова, которые вы видите на экране. Чем чаще вы будете тренироваться в письме, тем легче к вам придет знание родным языком. Давайте теперь запишем агубзылха ткянгяшит. И еще два слова у вас должно быть в тетрадках. Слово г – сердце и слово т – сова. Молодцы. Теперь у нас следующая пословица. Агула, агу, давезаб. Агула, агу, давезаб. Переводится как сосед, что сердце. Итак, какие звуки здесь нас интересуют? В первую очередь звук г. Да, звук г. Какое у нас есть слово подсказка для этого слова? Г, сердце, да? То есть запоминаем, что когда мы захотим написать звук г в предложении или в слове, мы сразу вспомним, что пишется этот звук с помощью двух букв, буквы г и в. А если мы где-то в тексте встретим две буквы, вот, например, слово агула или агуа, мы уже не будем задумываться, как же читаются эти две буквы вместе. Мы сразу вспомним, что это звук г, и читается он как в слове г, сердце, да? Теперь следующий звук, звук г. Г пишется как г палочка в. Г палочка в. Значит, чем интересен этот звук? Вот как нам его запомнить? Запомним с помощью слова вяра, гнездо, да? Вяра, гнездо. Вяра. Теперь, когда мы увидим такую вроде бы непростую букву г палочка в, мы сразу вспомним, что читается она как в слове вяра, вяра, гнездо. Так, в слове давеза мы встречаем еще один интересный звук, звук п. Звук п пишется как п палочка, а читается он как в слове прп. Прп – это клюква. Итак, смотрите. Давайте теперь прочитаем. Агула, агу, давезаб. Агула, агу, давезаб. Сосед, что сердце. Эта пословица должна быть записана у вас в тетрадках. И помимо этой пословицы еще нужно записать 3 слова. Вяра. Тренировочное слово для звука в. Г палочка в. Вот как пишет этот звук. Вяра. Звук г мы запоминаем с помощью слова г, сердце. Г. Звук г пишется как г в. И есть у нас еще одно слово подсказка для звука п. Прп, прп. Клюква, да? Пишется звук п как п, палочка. Молодцы! Потренировали мы с вами сейчас, выучили 2 пословицы. Теперь давайте перейдем к диалогам. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Да, смотрите, здесь выделено 3 интересных звука для нас. Звук ч. У нас есть слово подсказка для этого звука чмла, лестница. Ч, чмла. Теперь нам очень легко будет запомнить, как пишется этот звук и как он произносится. Пишется как чв, а читается как чмла, чмла. Дальше у нас встречается звук ж. Слово подсказка у нас, конечно, это милая коровка. И звук ж читается как в слове ж, корова. Да? Дальше у нас есть звук к. Звук к читается как в слове к, крыша, а пишется как к в. Итак, чмла, ж, к. Айчажараква. Все эти слова должны быть написаны у вас в тетрадках. Если вы не успеваете, то всегда можете остановить видео, спокойненько все переписать и двигаться дальше. А мы пока переходим к первому диалогу. Я сначала прочитаю, потом мы попробуем его разобрать. Замрат да базаб, псыждауаб, Америка апнеденхит. Англис без жалоб зитат чажит. Замрат да базаб, псыждауаб, Америка апнеденхит. Англис без жалоб зитат чажит.
Замрат Абазин из Псыжа. Он работает в Америке, хорошо знает английский. Смотрите, какие здесь интересные звуки мы встречаем. В первую очередь это звук П. Звук П пишется как в слове проп, да? Проп. Проп это клюква, помните? Какие еще здесь интересные звуки? В слове псж мы видим звук ж. Этот звук нам уже хорошо знаком, да? Ж, как в слове ж, корова. Потом в слове дауап мы видим опять звук п, но мы его уже узнаем. Звук п это как в слове прп, п-палочка. Потом в слове днхит, т-палочка. Сегодня мы уже встречали этот звук. И слово подсказка у нас для этого звука это слово т, сова. Англиз, звук л, это легкий звук, правда, легко представить, как он пишется, как л, мягкий знак. В слове безшала звук ш. Звук ш пишется как ш, в. Ш, в. Слово подсказка здесь можно какое использовать? Ш, шарах, например. Бзита, тчажит. Слово тчажит, ч, звук ч мы первый встречаем, чв пишется, да? А слово подсказка, например, ччмла, да? Ччмла. Потом тчажит, звук ж. Звук ж это как в слове ж, пишется как жв. Потом звук т. Ну, звук т мы уже встречали на сегодняшнем занятии. И пишется этот звук как т-палочка, а произносится как в слове т. Т, сова. Итак, пока я все это объясняла, я думаю, вы успели записать, переписать это упражнение, этот диалог в тетрадку. Сейчас давайте потренируем произношение. Я читаю, вы повторяете за мной, и пока повторяете, вы сопоставляете то, что я говорю, произношу с тем, что вы видите на экране. Попытаемся, потренируем произношение этих звуков. Замрат дабазаб. Псж дауаб, Америк ап неденхит, Англис безшала бзита тчажит. Замрат дабазаб, псж дауаб, Америка ап неденхит, Англис безшала бзита тчажит. Молодцы. Теперь давайте следующий разберем. Ари ачкон арчап. Ауаса абаза бызша бзита идырит. Кубина кыт дауаб. Ари ачкон ткарчап. Ауаса абаза бызша бзита идырит. Кубина кыт дауаб. Этот парень карачаевец, но хорошо говорит по-абазински. Он из Кубины. И теперь, какие интересные звуки мы встречаем в этом предложении, да? В нескольких этих предложениях. Звук О, ачкон. Звук О пишется как К палочка В. Ачкон. К палочка В. Звук О. Как в слове кумжи. Помните? Ко, кумжи. Вот так можно запомнить. Ткарчап. Звук К пишется как К твердый знак. К твердый знак. Звук К. К карапагва. К каз. Помните? Ткарчап. Ткарчап. Звук П пишется как П-палочка, а произносится как в слове прп. Прп клюква. Ауаса абаза бызша бзита и дырит. Бызша. Звук Ш пишется как ШВ, произносится как Ш. Например, как в слове шарах. Шарах. Идырит. Звук Т пишется как Т-палочка, а произносится как в слове Т. Сова. Т. Сова. Кубина. Кубина кыт дауаб. Кубина, да? Пишется этот звук как К твердый знак В. К твердый знак В. Кубина. Кубина. Еще какое слово можно придумать на этот звук? Кварт. Кубина. Да? Кубина кыт дауа п. Звук П, мы его уже хорошо знаем. Это
Звук пишется как П палочка и произносится как в слове прп. Теперь давайте прочитаем эти два предложения и потренируем произношение. Ариачкон ткарчап, аваса абазабызша бзитей дырит, бина кытдауа. Ариачкон ткарчап, аваса абазабызша бзитей дырит, бина кытдауа. Молодцы. Теперь пришло время нам с вами приступить к грамматике. У нас сегодня запланирована небольшая такая конструкция, которую мы с вами планируем освоить. Сарги на абазинском это «я тоже» и «я». Да? То есть, если вы хотите сказать «я тоже», вы говорите «сарги». Или если вы хотите сказать «и я», то вы говорите, опять же, «сарги». Значит, как образуется эта конструкция? Она образуется от основы слова «сара» плюс суффикса «ги». «Ги» пишется не «г» и, а «г» мягкий знак «и». «Ги». Например, Сарги, Черкесск, Сауап. Сарги, Черкесск, Сауап. Я тоже из Черкесска. Значит, смотрите. Слово «сарги» мы его образовали из слова «сара», то есть из основы слова «сара» плюс суффикс «ги». Сарги получилось, то есть я тоже. Черкесск, Сауап. Живу в Черкесске, да, из Черкесска. Значит, в слове «сауап» мы видим звук «п», пишется как «п-палочка», произносится как в слове «проп». Итак, молодцы. Очень хорошо поработали. Теперь пришло время вспомнить некоторые правила чтения. Я имею в виду, что вспомним, как пишутся некоторые буквы, как они читаются, вернее. Итак, на этом слайде мы разберем два звука. Звук «г» и звук «х». Адгел, гяжи, багь. Адгел, гяжи, багь. Адгел, гяжи, багь. Хз, хта, пахе. Хз, хта, пахе. Значит, адгел – земля, гяжи – круглый, багь – паук, хз – имя, хта – холод, пахе – перед. Адгел. Давайте попытаемся. Сейчас давайте все это вы запишите. И после того, как вы запишете, давайте мы с вами еще пару раз потренируем произношение. Итак, адгел. Адгел, гяжи, гяжи, багь, багь, хз, хта, пахе. В слове гяжи мы видим еще звук ж, да, новый для нас, но это очень простой звук, то есть мы легко можем догадаться, что пишется звук ж как ж мягкий знак. Давайте еще раз прочитаем и потренируем произношение. Адгел, гяжи, багь, хз, хта, пахе. Следующая группа звуков это звук к и звук ж. Звук к – ква, кта, аку. Звук ж – аж, ажора, бж. Значит, слова ква – дождь, кта – середина, аку – крыша, аж – мясо, ажора – тень, бж – голос. Давайте запишем. Ква, кта, аку, аж, ажора, бж. Молодцы. Давайте потренируемся теперь в произношении. Ква, кта, аку, аж, ажора, бж. И еще раз. Ква,
кта, аку, аже, ажера, бж. Молодцы. Следующая группа слов у нас звук к и звук ж. Звук г мы уже хорошо с вами выучили, как в слове г сердце, да, пишется как гв. И звук ж мы тоже хорошо выучили, пишется как жв и читается как в слове ж корова. Но тем не менее, еще вот у нас есть несколько слов для того, чтобы мы потренировали произношение этих звуков. Итак, на звук г тренируемся сначала. Звук г, как в словах гор, игла, г, сердце, гуара, изгородь. Ж, звук ж пишется как жв, да? Ажа, слово, таж, старуха, ж, корова. Давайте потренируем и написание, и произношение этих слов. Гур, г, гуара, ажа, таж, ж. Гур, г, гуара, ажа, таж, ж. Гур, г, гуара, ажа, таж, ж. Гур, игла, г, сердце, гуара, изгородь, ажа, слово, таж, старуха, ж, корова. Теперь давайте перейдем к следующей паре звуков. Звук ч и звук л. Смотрите, звук ч пишется как чв, читается как ч. И давайте потренируем произношение. Смотрите, как в словах чарта, чмла, мач. Звук л пишется как л мягкий знак и читается как в словах пыль, наль, ляля. Пыль, наль, ляля. Давайте теперь запишем эти слова. Записывайте чарта, кровать, чарта, кровать. Запоминайте произношение, обращайте внимание на написание. Чарта, кровать. Чмла, лестница. Чмла, лестница. Чмла, лестница. Мач, 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 палец. Теперь группа слов на звук л. Л, как в словах пыль, слон, пыль, слон, пыль, слон. Наль, наль, подкова, наль, подкова. Ляля, расслабленный, ляля, расслабленный, ляля, расслабленный. Давайте теперь потренируем произношение. Я читаю, вы повторяете за мной и сопоставляете звуки, которые мы произносим, с тем, что вы видите на экране. Итак, чарта, чмла, мач, пыль, наль, ляля. И еще раз. Чарта, чмла, мач, пыль, наль, ляля. Чарта, кровать, чмла, лестница, мач, палец, пыль, слон, наль, подкова, ляля, расслабленный. Теперь смотрите, интересный случай. Пишутся эти два звука одинаково, как х, в вместе, а читаются по-разному. Итак, смотрите, первая группа слов читается как звук хо, хо, хуитра, дх, хуамох, хуитра, дх, хуамох. А вторая группа слов читается как звук хо, хуа, хуша, хуага, хуа, хуша, хуага. Итак, давайте запишем. Хуитра, дх, хуамох. Хуитра, дх, хуамох. Хуа, хуша, хуага.
записывайте. Записывайте, не ленитесь. Чем чаще мы будем с вами писать, тем быстрее мы увидим хорошие результаты, и тем, конечно, это нас будет воодушевлять, безусловно. Давайте теперь еще раз я вам прочитаю. Хуитра, дых, хуамох, хуа, хуша, хуага. Хуа, хуша, хуага. Итак, хуитра – свобода, дых – духи, хуамох – лентяй, хуа – горный хребет, хуша – масло, хуага – тень. Теперь давайте потренируем произношение. Повторяйте за мной. Хуитра, дых, хуамох, хуа, хуша, хуага. Хуитра, дых, хуамох, хуа, хуша, хуага. Молодцы. Теперь последняя пара звуков на сегодня. Звук Ш и звук К. Звук Ш пишется как ШВ. Звук К пишется как К мягкий знак. Да? Смотрите. Звук Ш читается как в словах аш, шх, шапха. Звук К читается как в словах кем, кязу, чакига, кем, кязу, чакига. Итак, аш – сыр, шх – морковь, шапха – пример, кем – юла, кязу – очередь, чакига – весы. Итак, давайте запишем теперь эти слова. Сначала пишем слова на звук Ш. Аш, шх, шапха, кем, кязу, чакига. Последние три слова это уже на звук К. Да? Кем, кязу, чакига. Кем, юла, кязу. Очередь, чакига, весы. Аш, сыр, шх, морковь, шапха, пример. Давайте теперь потренируем произношение. Повторяйте за мной. Аш, шх, шапха. Аш, шх, шапха. То есть, когда вы встречаете теперь звук Ш, вы можете вспомнить либо слово аш, либо слово шх, либо слово шапха. И сразу поймете, как читается, как произносится этот звук. А звук К очень простой звук, пишется как К мягкий знак, легко догадаться, как он пишется, а читается как вот в словах кем, кязу, чакига. Кем, кязу, чакига. Молодцы. Ну что, я вас поздравляю. На этом наше занятие завершилось. Мы с вами сегодня выучили 2 пословицы на родном языке, разобрали пару диалогов, небольшую часть грамматики сегодня освоили, кроме этого, и повторили чтение некоторых букв. И, конечно, мы на сегодняшнем занятии потренировали множество различных звуков, связали их с большим количеством каких-то слов, подсказок, постарались построить какие-то ассоциативные ряды для того, чтобы нам легче было запомнить и написание новых звуков, и произношение. Поэтому я вас уверяю, что прогресс мы увидим с вами довольно быстро. И благодарю вас за то, что вы присутствовали на сегодняшнем занятии. И под завершение занятия хочу напомнить вам, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Кроме этого, уроки будут доступны на официальном YouTube-канале Алашара. Подписывайтесь на группу Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах разхат.